Архивная служба – это один из самых главных элементов государственного образования. Аккумуляция информации из прошлого и настоящего и грамотное ее хранение спустя годы дает ответы исследователям, позволяет решать спорные моменты истории. Архивы в Ингушетии начали появляться после присоединения к Российской Федерации. 16 августа 1920 года в городе Владикавказ было создано областное архивное управление, где хранились документы всех регионов, входивших в состав Горской республики. Первым заведующим архивным бюро Ингушской автономной области стал Асадулла Ахриев. В 1934 году в связи с объединением Чечни и Ингушетии архивное бюро Ингушетии прекращает свою деятельность, а собранные им фонды перевозятся в город Грозный. В дальнейшем депортация 1944 года, она уже нанесла сильнейший, во многом невосполнимый удар по фондам Ингушетии и Чечни, потому что единая республика была ликвидирована. Ее, скажем так, наследство в любой форме, в территориальной, и в имущественной, и в том числе в документационной, было разделено между соседними субъектами. Вся вторая половина XX века, по сути дела, во всяком случае, после восстановления ЧССР, после возвращения Ингушетии чеченцев из ссылки, она во многом была потрачена на скрупулезное и полулегальное восстановление этого, скажем так, статус-кво. Почему полулегальное? Потому что реабилитация была проведена не до конца. Любое излишнее усердствование на этом направлении, оно было чревато обвинениями в буржуазном национализме, в измене интернациональным принципам, генеральной линии партии и так далее, и так далее. Но всем нам известны эти штампы советской пропаганды. И в этой ситуации было чрезвычайно сложно заниматься накоплением каких-то архивов, тем более в той части, которая касалась непосредственно Ингушетии, поскольку Ингушетия как административный термин на тот момент этот термин не употреблялся. Можно было говорить только об историко-географической, скажем так, области. И опять же повторюсь, любое акцентирование, скажем так, внимания на этом и озвучивание в той или иной степени данной проблемы, оно было чревато репрессиями в отношении тех, кто этим занимался. Несмотря на жесткий запрет центральной власти поднимать вопросы, связанные с историей и культурой отдельно ингушского народа, многие активисты собирали по частицам материалы в той или иной мере касающиеся ингушского народа. По словам Тимура Матиева, именно их кропотливый труд и вера в то, что Ингушетия однажды обретет самостоятельность, способствовали тому, что уже в 1993 году, через год после образования Ингушетии, в республике начала работать архивная служба. Многие, в том числе в первую очередь Тамерлан Хаджибекарович Муталиев, как раз занимались, помимо и наряду со своей основной работой, в научно-исследовательских учреждениях, в образовательных учреждениях, в архивных, занимались вот этим вот накоплением, систематизацией, что требовало и времени, и было рискованно, но тем не менее закладывало основу для будущего развития архивного дела. 19 июля 1993 года по указу Руслана Аушева был создан Государственный комитет архивной службы Ингушетии, который чуть позже был преобразован в архивную службу. Первый ее руководитель – известный журналист и общественный деятель Башир Ахмедович Чахкиев. Архивная служба, как и все остальные области, начинала свою работу с нуля. Не было здания, помещений для хранения документов, квалифицированных кадров. Работа строилась на огромном энтузиазме неравнодушных к своей родине людей. Конечно, условия были тяжелые. В республике не было архива. Все начиналось, то, что мы делали сами, своими руками. Все собирали,
Работу начинали с министерствами, исторические фонды. Неоднократно Башир Чахкиев выходил на телевидение и просил жителей нашей республики, чтобы нам приносили исторические вот эти материалы людей, которые сохранили, чтобы мы вот этим могли подчеркнуть, что создать вот эту архивный фонд создать, чтобы с чего-то мы начинали. Первые фонды архивной службы были сформированы из документов ликвидированных учреждений и предприятий. Приоритетной задачей стало восстановление утраченного историко-культурного документального наследия и формирование коллекций документов по истории Ингушетии. Эта проблема решалась в основном за счет выявления и копирования документов по истории Ингушетии из федеральных и региональных архивов России и ближнего зарубежья, а также из частных архивов и коллекций. В 1994-1995 годах начали выходить сборники, в частности, те же акты Кавказская археографическая комиссия Ингушетии и Ингушах. Уникальная работа, которая поныне не потеряла свою научную актуальность, которая была составлена Тамерланом Хаджикаровичем Муталиевым и Ларисой Магомедовной Паровой. И сегодня она для наших студентов и для всех, кто вообще занимается проблематикой Кавказа, кавказоведением, она сохраняет свою ценность. В 90-е годы, в период разрухи, в период недофинансирования, когда республика была переполнена беженцами, она находилась, по сути дела, между двух очагов вооруженных конфликтов. Сама по себе вот эта вот ситуация, она делала очень нестабильное и общественно-политическое положение, и социально-экономическое. И в этой ситуации приходилось иногда бороться с косностью, скажем так, чиновничьего мышления, да и обывательского, обыденного, потому что зачем нам в это время заниматься архивом, когда речь идет о выживании. Вот как раз талант и правительский дар, можно даже сказать, людей, подобных Тамерлану Хаджибекаровичу Муталиеву, как раз во многом состоял в том, что они понимали, что сохранение архивов, их систематизация, закладка фундамента полноценно работающей, нормально функционирующей архивной службы, она является залогом будущего и республики, и народа. Благодаря Муталиеву Тамерлану мы заключили соглашение с РСО, и посемейные списки, которые они нам никогда бы не дали. Вот мы получили эти посемейные списки, и это брали мы в архиве Северной Осетии. Тоже вот эти посемейные списки были созданы приобретены благодаря, конечно, нашему руководству, это правительство, которое, конечно, нам в этом помогло, и инициатива Муталиева Тамерлана. Это очень интересный материал, мы уже по ним создали книги, уже вот 5-й должен быть в издании. А так вот, конечно, у нас были тяжелые условия, не было своего помещения, не было, конечно, оргтехники, многого не хватало, специалистов квалифицированных не хватало. Но уже вот, и я подчеркну, с приходом Тамерлана Муталиева у нас и начали выезжать сотрудники на специальное историко-архивное образование получали мы. Будучи руководителем Государственной архивной службы в 1996-1999 годах, в самый сложный период ее становления, Тамерлан Муталиев заложил основы нынешних коллекций копий и подлинников документов по истории Ингушетии, охватывающих период середины XVIII века по настоящее время. Сам Тамерлан Муталиев в одной из публикаций отмечал, что вряд ли он когда-либо занимался более важным и ответственным делом, чем архивная служба. В этот же период для популяризации истории ингушского народа на ГТРК был запущен авторский проект Тамерлана Муталиева «Ретроспектива». Продолжая цикл наших передач об исторических обществах Ингушетии, сегодня наша съемочная группа приехала в Васинское ущелье. Мы находимся у полуразрушенной жилой башни, вокруг которого старинные могилы арстхоевцев, карабулаков. По рассказам местных жителей, эта башня, жилая башня, принадлежала роду Боковых. Первые исторические сведения о арстхоевцев уходят в глубокую историческую даль.
Многие специалисты, историки склонны идентифицировать арстхоевцев с некоторыми племенными, этноплеменными названиями, сохранившимися в античных источниках, в армянской географии VII века и в других письменных документах. Наш рассказ пойдет о некоторых страницах карабулаков, арстхоевцев периода позднего Средневековья, нового и частью новейшего времени. Я бы назвал, конечно, таких людей, как тот же Джабраил Юрьевич Чахкиев, о котором я уже говорил, который сегодня является заместителем руководителя Государственной архивной службы. Я назвал бы нашего выдающегося, я бы сказал, архивиста, поисковика, краеведа Берсна Квязикова, который и тогда, и сегодня работает, не покладая рук, которому очень обязана не только архивное дело, но и в целом историческая наука. Из тех, кто сегодня находится за пределами республики, я особенно хотел бы отметить Ларису Магомедовну Парову, кандидата исторических наук, которая занималась издательством самых первых выпусков материалов Государственной архивной службы, в том числе этих знаменитых актов Кавказской археографической комиссии в Ингушетии. Ингушетия – это, по сути, ее детище, и работа, не потерявшая своего научного значения по сей день, спустя почти четверть века после того, как она вышла. В конце 90-х годов у архива наконец появилось свое помещение. Наиболее значительное пополнение архивной коллекции произошло после принятия республиканской целевой программы восстановления архивных фондов Ингушетии на 2008-2010 годы, когда впервые проводилась масштабная работа по ксерокопированию и оцифровке документов из федеральных и региональных архивов России и отчасти архивов Казахстана. Эту работу получилось продолжить благодаря целевому финансированию в рамках программы развития архивного дела на 2014 год. А с 2016 года действует программа развития культуры и архивного дела. Мы, исследователи, постоянно с удовлетворением это отмечаем, что фонд, может быть, не так быстро, как хотелось бы, но он постоянно увеличивается. И эта тенденция очень радующая нас тенденция. И гораздо лучше сейчас поставлено дело систематизации. Одно дело просто привести их, эти материалы, и требуется еще систематизация, упорядочение, составление каталога, путеводителя и так далее, и так далее. Все это делается для того, чтобы, с одной стороны, самому архиву знать, чем он располагает, с другой стороны, чтобы нам, идущему архиву, работающим с архивными материалами, нам упростить жизнь и сделать более плодотворной нашу работу, как-то лучше расписать наше время. В ноябре 2015 года была проведена реорганизация архивной службы Ингушетии путем слияния с Министерством культуры. Образованное таким образом Министерство культуры и архивного дела обладает всеми полномочиями в сфере управления, а Государственный архив Ингушетии выполняет функции комплектования, государственного учета, обеспечения сохранности и использования документов. Фонды Государственной архивной службы хранятся в специальных помещениях в Назрани и в Магасе. Здесь, в хранилище города Назрань, хранятся документы социально-правового характера. В частности, все ликвидируемые предприятия должны сдавать свои документы в суда, и здесь они хранятся. Причем документы не только тех предприятий, которые созданы после 1992 года, то есть создания Республики Ингушетия, но и которые существовали ранее. А в частности, это такие предприятия, как мукомольный завод, завод «Электроинструмент», знаменитая трикотажная фабрика. Мы видим, что здесь хранятся личные карточки уволенных. То есть все люди, которые работали на тех и других предприятиях, могут прийти сюда и получить нужную им информацию. Чаще всего в архив поступают запросы, связанные с оформлением трудовых пенсий. Они поступают как от самих граждан, так и из учреждений Пенсионного фонда Российской Федерации. Наиболее часто востребованные фонды, по которым выдается большее количество справок о подтверждении трудового стажа и заработной платы, это Назрановская трикотажная фабрика, завод «Электроинструмент», Карабулакский завод химических реагентов, Назрановский мельзавод. То есть это все те предприятия, на которых работала огромная часть населения Ингушетии до 1992 года. Рост общего количества обращений по социально-правовым запросам по итогам 2016 года составил более 12%. Вот в этом хранилище у нас хранятся
учетные дела вынужденных переселенцев. Вот в этих коробках, ну, в этом хранилище у нас около 4000 единиц хранения. Это все документы, это все учетные дела вынужденных переселенцев. А какого рода информация у нас там хранится? Ну, тут документы, что люди получили господдержку. И как часто обращаются за этими документами? Какой срок хранения, как долго они у вас? Ну, этих документов, так как они сейчас востребованы, мы решили оставить свыше 15 лет эти документы. Вот так вот. Ну, довольно-таки часто приходят. Пишут заявления, там какие-то там копии документов, копии документов просят люди, приходится. А в какой срок им предоставляется информация? Вот, допустим, пришел человек, написал заявление, он сразу может получить справку? Вы знаете, сразу не может, потому что вы же видите, что у нас их очень много, приходится затрачивать время, но хотя бы дней 5 им приходится ждать, потому что нам нужно время найти эти документы. И тут лежат такие документы, вот как химпром, электроинструмент. Вот на первых стеллажах у меня Назрановский мельзавод документы. А с какого года там документы? С 1932 года Назрановский мельзавод документы. А мы можем увидеть, скажем, открыть дело и посмотреть? Давайте посмотрим. Давайте кладем вот сюда. Вот это вот у нас стеллажи. Так вот, посмотрите, вот это вот документы. С 38 по 38 по 61 год работники, которые работали, это личные карточки формы Т2. Вот эту вот внутреннюю опись мы составляем на каждый документ, чтобы нам удобнее было искать, чтобы не листать. Все-таки документы уже, вот посмотрите, старые уже как-то. Вот, чтобы то есть это личная информация всех работников, которые в то время работали в мельзаводе, на мельзаводе. Мы исполняем запросы. Любой, кто к нам придет, кто к нам обращается, мы исполняем запросы, стараемся в короткий срок. Но вот вы видите, документов много, там сразу найти не получается. Но... А для чего вот люди обращаются? Это для пенсии, для стажа работы? Вот для чего им нужна информация? Вот, в основном для пенсии. Более современные организации там для каких-либо целей подтвердить стаж работы. А часто обращаются, вот скажем, по мельзаводу? По мельзаводу? Ну да, вы знаете, довольно-таки часто. Работников было очень много. И у нас не только вот приходят работники, там, допустим, местные жители. К нам очень много запросов приходит с российской, вот со всех уголков страны. Приходят запросы, вот мы исполняем. Тут у нас вот на этих стеллажах фонд правительства. Это такого характера документы, как протоколы и постановления правительства. Постановление, распоряжение правительства. Тут с 93 по 2000 год. Вот мы приняли на хранение. Если бы, конечно, была бы возможность с хранилищем, мы, наверное, в дальнейшем бы тоже принимали. Но пока у нас не получается вот чисто физически принять. Так, еще вот это вот фонд правительства, и вот это вот миграционная служба с Владикавказа ликвидированная. Вот это все, что касается, это документы постоянного срока хранения. Тут 633 единицы хранения. Это вот это вот все, вот эти все стеллажи вот до конца, это вот Владикавказские документы у нас. То, что вот нам привезли с Владикавказа. У нас созданы 4 отдела, которые по направлениям занимаются реализацией вот этих функций. Это отдел комплектования ведомственных архивов, то есть вот есть такое направление, очень важное направление нашей работе, потому что оно важно для формирования нашего вот внешнего архивного фонда. Все учреждения, ведомства, организации, министерства, органы государственной власти, они являются источником комплектования нашего архивного фонда. Источник комплектования нашего государственного архива. Соответственно, с ними ведется работа. Непосредственно в министерствах, ведомствах, учреждениях, организациях созданы свои ведомственные архивы. Вот. И по истечении сроков хранения документов в этих ведомственных архивах эти документы в установленном порядке
они должны проходить экспертизу ценности документов, и то, что должно передаваться на постоянное хранение в Государственный архив республики, то есть к нам, это уже поступает к нам. Одна из приоритетных задач архива – это формирование коллекции документов по истории Ингушетии. За истекшие 2014-2016 годы выявлено и откопировано около 29 тысяч кадров текстовых и картографических документов, 34 единицы кинодокументов, 74 единицы фотодокументов из 7 федеральных архивов, 1 зарубежного и 1 регионального архива, а также Российской государственной библиотеки и Российской национальной библиотеки. Общий объем документов коллекции Госархива по истории Ингушетии составляет на сегодня около 200 тысяч кадров на бумажном и электронном носителях, не считая кадров на микрофильмах. Второе направление – это, естественно, это научно-публицистическая деятельность. Вот по этой деятельности и отдел, и его сотрудники уже практически со дня его основания, с 2002 года, мы занимаемся подготовкой и редактированием всех научно-публицистических и научно-издательских проектов по линии архива. Мы выпускаем архивный вестник Госархива Республики. На сегодняшний день уже вышло 9 выпусков. Сейчас мы готовим 10-й выпуск, тематический. Он будет целиком посвящен нашей юбилейной дате нашей республики, то есть 25-летию республики. Мы в 2014 году впервые поработали в таком для нас архиве, интересном, важном, как Государственный архив кинофотодокументов в городе Красногорске, он расположен в Московской области. Вот. И, значит, в этом архиве мы откопировали, значит, документы, кинодокументы. В том числе там был, допустим, небольшой такой ролик, документальная съемка, связанная, допустим, с нашей Ингушским конным полком и вообще с Кавказской туземной конной дивизией. То есть таких материалов у нас не было. То есть, как говорится, мы визуально можем представить, как выглядели, да, допустим, всадники, там, офицеры, значит, того времени. Одно дело, там, когда мы читаем документы, другое дело, когда мы получаем визуальную картинку, там, фотоматериал или видеоматериал, значит, кинодокументы. То есть совершенно по-другому воспринимается эта информация для, значит, человека, который, значит, знакомится с этой информацией, естественно. Вот. И другие кинодокументы, например, связанные с вообще развитием, скажем так, деятельностью, допустим, периода Чечено-Ингушской республики, различных периодов. Это 60-е годы, 70-е, 80-е, там, допустим, съемка на каком-то производстве, в школе, допустим, какой-то, допустим, Ядырской школе, там, да, Назрановского района, там, или там на заводе электроинструмент, трикотажной фабрики. Там, особенно там много съемок, связанных с развитием, там, с работами, которые осуществляются на нашем нефтяном комплексе, нефтяной отрасли. Периода Великой Отечественной войны есть съемки, тоже там, где отражаются вот эти все события. Один из неутомимых сотрудников Ингушского архива, который работает здесь с самого начала, это знаменитый краевед Берснек Газиков. Исследователь периодически выезжает в российские и зарубежные архивы и каждый раз обязательно находит что-то новое. Я занимаюсь вопросами сбора и аккумуляции всех документов по истории Ингушетии уже 48 лет. Поэтому каждый раз, выезжая в архив, очень сложно бывает найти то, что до сих пор, кстати, не было известно. Поэтому мы просматриваем разные направления, не только историю, скажем, а рассматриваем и геологию, и альпинизм, и разные другие вопросы, литература, искусство. Вот. И, конечно, для того, чтобы найти, нужно знать историю вопроса, знать, когда к нам приезжали ученые, из каких учреждений, в какое время. Вот. А зная это, уже можно обращаться в архивах, изучать документы этих организаций в разное время, я имею в виду, и таким образом находить материалы.
Процесс сложный, конечно, но нам удается находить, и материала очень много. Ну, самое последнее, что мы привезли вот из Москвы, несколько документов, это вот дело, которое мы скопировали, касается Альянова Ахмеда Сасламбековича. Это крупный деятель, патриот ингушский, и мы привезли личное дело, которое датировано 1954 годом. У нас в республике до сих пор этих документов не было. Вот. Правда, этот документ более ранее, чем я выявил Ахриев Алихан, вот, но я не знал об этом и скопировал, привез, и мы сегодня можем познакомить зрителей с этими документами. Вот эта фотография интересна тем, что здесь запечатлен склеп, это в районе Жараха. Вот. Датирована эта фотография 1921 годом. Вместе с ней это мы находили в архиве, фотоархиве Института истории и материальной культуры в Петербурге. Мы нашли еще несколько там фотографий. Вот, например, тоже 1921 год, это селение Хули, братья Илиевы. Вот. Но когда мы эту фотографию приобрели, мы не знали, кто есть кто. Но благодаря Ильеву Жабраилу Кахармовичу, он 20 лет назад это было, опознал всех людей, и поэтому мы сегодня знаем конкретно, кто изображен. В этой же экспедиции, в этой фотографии, это последний жрец ингушей, Хаутиви Элмарс. Фотографии были очень четкие, очень хорошие. Вот, они были на стекле вот, дореволюционной, и нам удалось снять вот копии. И сегодня все могут посмотреть эти фотографии. Интересная фотография еще здесь следующая. Это Шабазгири Музартанов. Это мы фотографию привозили из Тбилиси. Ее мне подарил Мирьян Хусашвили. Он был в экспедиции здесь, в Горной Ингушетии. И как раз он, значит, общался с Шабазгири. И мне очень понравилась эта фотография, и я, значит, привез ее. Ну, вот самые последние находки, которые мы нашли и которые мы можем показать, это вот фотография Юсупа Албагачиева, это один из первых коммунистов Ингушетии. Есть личное дело, пока мы его еще не взяли, просто фотографию взяли. Вот. Ну, фотография известна, она есть, но все-таки мы взяли из личного дела эту фотографию. Вот. И что тоже очень интересно, это личное дело Шадиева Арсамака Мурсаловича. Значит, он был студентом Института журналистики Московского в 1926-1927 годах. Вот. И есть личное дело, мы тоже пока сняли только вот, его студенческий билет. Вот, и позже надеемся, что мы и приобретем и личное дело. Как отмечает руководитель Ингушского архива Магомед Картоев, цель архива не только в том, чтобы собрать и хранить информацию. Самое главное – предоставить ее всем, кто в ней нуждается. В архив приходят историки, студенты, начинающие исследователи или просто любители истории. Так как у ингушей очень важно знать о своих предках, многие приходят в архив при составлении генеалогического древа своего рода. Высококвалифицированные сотрудники архива помогают всем посетителям с поиском нужной информации и работой с ней. Мы всегда всем открыты и оказываем всегда посильную вот информационную помощь и содействие, консультируем, то есть стараемся выполнять нашу работу полноценно, содержательно, с интересом. Но, естественно, также немаловажным фактором является человеческий. Тема моего исследования, она связана с участием ингушей во внешних войнах России в начале 20 века. Поэтому в настоящее время я могу сказать, что совсем недавно как раз-таки мы были в архивной службе нашей республики, и я нашла там новые документы, которые связаны с участием
ингушей во внешних войнах, в том числе и в русско-японской, и в Первой мировой войне. И, наверное, нужно сказать о том, что, конечно, выразить благодарность руководству архивной службы и сказать большое им спасибо за то, что они создали достаточно хорошие условия для работы в архивах, поскольку имеющийся читальный зал, да, и сотрудники, которые там работают, они компетентны в своей деятельности и всячески содействуют тому, чтобы человек, который пришел в архив впервые и не только в первый раз, почувствовал себя комфортно и ничто не мешало ему работать в архиве. Много фондов и много документов по истории становления и вообще существования Ингушской автономной области 24-34 годов. Это вот в основном вот эти материалы. И по второй половине XIX века, это по теме диссертационной, это по мухаджирству, удивительное дело, даже те материалы, которые я, например, не смогла найти в Государственном архиве Российской Федерации, я нашла у нас в архиве. И насколько я знаю, вот Чехкевич Джабраил Юрьевич, который всегда встречает, помогает нам, спасибо ему за это большое, он говорил, что у них есть еще новые поступления, материал по второй половине XIX века, так что я работу, так думаю, могу свою продолжить. Я занимаюсь тематикой Великой Отечественной войны, и вот начиная с 1996 года, на тот момент практически никаких документов касательно этого периода в архиве не было. А вот уже начиная с 1996-1997 годов при активном участии наших ученых, руководства архива Тамерлана Хаджибекарыча, этот фонд именно вот об участии ингушей в Великой Отечественной войны, он очень начал богато комплектоваться, привозиться материалы, даже не говорящие о роли и значении Малгобекской оборонительной операции. Впоследствии, конечно, это мы с вами знаем, да, влилось в то, что мы смогли доказать, что действительно ингуши участвовали в Великой Отечественной войне, что роль Малгобека была предана долгие годы забвению. И вот благодаря архивным документам, материалам мы смогли доказать, что действительно, мы с вами знаем, уже в 2008 году было присвоено звание «Город воинской славы». Мы получили задание подготовить исторические справки по ингушским селам, в том числе по селению Далаково, по селению Пседах, и исчерпывающие ответы на те вопросы, которые у нас возникали, мы получили вот в Государственном архиве Республики Ингушетия. Еще бы хотелось отметить, что сотрудники этого архива ведут кропотливую научно-исследовательскую работу. Вот я знаю, что они выпускают архивный вестник, очень интересный, содержательный, там бывают интересные материалы для исследователей. С целью популяризации истории Ингушетии в архиве периодически проводятся научно-практические конференции, круглые столы, часто приуроченные к знаменательным и памятным датам по истории Ингушетии и России. Также проводятся выставки и экспозиции документов и фотоматериалов, в том числе передвижных и виртуальных, подготовка публикаций на основе документов коллекции по истории Ингушетии и многое другое. Для чего нужны выставки, для чего нужны экспозиции? Для того, чтобы наглядно показать нашим гражданам, исследователям, историкам те наиболее интересные документы, фотографии по той вот или иной тематике. Например, за последние годы мы подготовили, и они уже действуют, мобильные фотодокументальные выставки, посвященные и Первой мировой войне, то есть в частности и Ингушскому конному полку, Кавказской туземной конной дивизии. Здесь на этом стенде, на этих стендах здесь представлены наши издания, правда, тут они не все, но большей частью. Вот эти посемейные списки. Сегодня, на сегодняшний день издано 4 тома. Вот, и мы планируем издать еще 3 тома. Это проект, который, опять же, начал Тамерлан Хаджибекарович Муталиев. Это был его авторский проект. Он выявлял эти документы непосредственно в Центральном государственном архиве Республики Северной Осетии, Ставропольском краевом архиве. Вот, и этот проект уже мы реализуем издательски, начиная с 2009 года, если не ошибаюсь, было издано 2 тома. И в 2014 году мы продолжили проект, в 2014-2015 году у нас вышли 3
значит, 4-й тома. Сейчас мы готовим к изданию 5-й том, куда будут включены пассивные списки населенных пунктов нашей горной Ингушетии, в частности Хамхинского общества. И еще планируем 2 тома: Царинское общество и вот населенные пункты, которые у нас входят, современный Молгобекский район, тоже они там идут на 7-й том. Также вот, если вы здесь посмотрите по актуальным темам нашей истории, то, что мы издавали. Как отмечают сотрудники архива, главная проблема для них сегодня заключается в отсутствии помещения. Но несмотря на все трудности, за 24 года существования архива сделано очень многое. Можно с уверенностью говорить о том, что архив Ингушетии уверенно развивается. Это касается как вопросов упорядочения документов, их учета, разработки научно-справочного аппарата, так и условий предоставления исторической информации пользователям. Несмотря на проблемы с финансовым обеспечением, в Госархиве в 2016 году начал функционировать читальный зал, организованный своими силами сотрудников. Также продолжается работа над подготовкой к изданию сборников документов, организуются фотодокументальные экспозиции. Без истории нет будущего. Сотрудники архива знают эту простую истину, как никто другой. Потому сегодня мы имеем доступ к таким источникам по истории ингушского народа, о которых в 1992 году, в год образования Республики Ингушетия, можно было только мечтать.